Всем привет, ребят! Только что вернулся с рыбалки, и сегодня я нахожусь на кухне. Хочу очередной раз поэкспериментировать с блюдом, которое я еще не делал, но несколько раз это пробовал в городе. Это получается у нас шаурма. Шаурма по-деревенски. Посмотрим, что из этого получится. Самостоятельно сам буду что-то шаманить. Смотрим, все как будет. Для этого у меня заранее прикупил такой лаваш. Армянский лаваш. Дальше помидоры, лук, приправа, сметана, майонез. Дальше огурцы соленые, кетчуп. И тут у меня уже на сковороде филе куриное. Это бедра, наверное, получается. Или что-то в этом. И буду обжаривать, в общем. И филе отсюда мясо я отделю. И это мясо буду использовать. Вот такие делишки. Так, мясо немножко уже начинает шуметь. Немножко подсаливаем. Вот так. На большом огне буду жарить. И сразу же немножко добавляю приправу. Вполне достаточно. Ну что, ребята, вроде все ингредиенты я подготовил. Сейчас будем уже закручивать саму шаурму. Не знаю, как с лавашем. С лаваш, главное, чтобы не подсох, не подвел меня. А все остальное готово. И также соус есть. Вот такой. Первоначально будем мазать. И остальное все закинем туда. И вот смотрите, каким ножом я режу. Я в прошлый раз как-то что-то готовил. Тоже показывал. Это тогда первый раз я покупал этот нож. Но
Вот смотрите и запомните эту фирму. Вот. Запомнили? Вот. Нож идеальный. Это не какой-то якутский нож, что очень хвалят. Я прикупил в обычном хозтоварах. В магазине хозтовары. Это на Октябрьском проспекте. Короче, вот оттуда я брал. Вообще лезвие идеальное. Блин, режет только в путь. Хоть что режь. Немножко затачиваю там точилкой и работает только в путь. Так что стоит тех денег. Я недорого брал, наверное, 200 с лишним рублей. Но стоит тех денег этот нож. Потому что бывает ножи покупаешь не за 300-400 рублей. В охот-магазинах продают такие вот раскидные ножи, там бывает. Но нифига не режут, мягкий металл. А у него металл вроде нормальный. Но я использую только на кухне. Это не реклама, между прочим, не реклама это. Я просто от себя даю совет, чтобы вы этой фирмой ножи покупали. Очень хороший нож, мне понравилось. Так, ну что, идем дальше. Сейчас буду я все это дело собирать. 3 штуки. Самое то. Идеально. Все четко. Ровно, четко, идеально. Так. Такс. Шаманю первый раз, так что не судите строго. Никого не стараюсь учить, просто захотелось. Так, лучок. Немного, наверное. Много ложить не будем. Вот так примерно. Дальше мясо. Коми народ любит мясо. В основном сейчас кура, конечно. Ну да ничего. И сыр еще, щепотку. Вот так. Ну что, примерно так, ребят. Сейчас попробуем это завернуть. Завернуть попробуем. Вот, смотрите, ребят. Получилось. Нормальный ход. Ну и остальное также я сделаю. Все четко. Ну вот и все, ребят. Что я ингредиенты подготовил. Точностью до миллиметра я не ошибся, в общем, количеством. Немножко можно было и чуть-чуть, хотя бы побольше ложить. Но для первого раза это простительно. Вот такая штука получилась. Думаю, очень вкусно будет. Еще предварительно обжарю, без масла, без ничего, просто на сковороде. И будем пробовать. А это уже будет за кадром все это дело. На этом все. Шаурма по-деревенски получилась. Пробуйте, экспериментируйте, и у вас все получится.
такие делишки. А на этом все. Всем пока.